Безмолвный Сурский рубеж. Автор Юфичкина Наталья Анатольевна. В тяжелом 41-м, когда была война, стояли под Москвою у Гитлера войска. Повергнуть захотел он Советский наш Союз, поставить на колени святую нашу Русь. Но покорить не смог он великий наш народ. Тот от меча погибнет, кто к нам с мечом придет. Главком войсками нашими всем сделал указание на подступе к Казани всем обратить внимание. Задача была сложной у женщин и детей. Любовь к родной отчизне в беде еще сильнее. Свои рубежи никому не сдадим. Враг будет повержен, и мы победим. И сильный мороз, и в пургу, и метель к Суре приезжали с окрестных земель. Подростки и бабы, кто был на ногах, кирку и лопату держали в руках. Голодные, часто вообще без еды, с лепешкой за пазухой из лебеды. Жили в землянках и блиндажах, спали на голых, холодных полах. И все торопились закончить скорей работу тяжелую, копку ташей, что были готовы встретить врага и жить держать его наверняка. Но, к счастью, разбит был фашист под Москвой, и самый подвиг его трудовой. Не видела взрывов эта земля. Рубеж был закончен в конце января, и назван безмолвный тот Сурский рубеж. Стоит он не тронут боями и свеж. В боях было трудно, и трудно в тылу. Невидимый подвиг уже на виду. Мы память о подвиге будем хранить за то, что мы живы и будем мы жить.